Впервые эта экспедиция начала свою работу в 2002 году. Тогда в нашу республику приехали два ученых-исследователя, Эрик Ребези и Жискар, два ученых-археолога, медика, генетика. Они впервые приехали к нам в Якутию с целью изучения якутского генофонда. То есть, потому что мы знаем, якуты – это самые северные тюрки, которые освоили скотоводство в приполярной зоне. По языку и по культуре они относятся к народам центральноазиатской группы. И, конечно, это вызывает пристальный интерес, вот как вот люди смогли адаптироваться к таким суровым климатическим условиям, развиться, создать такую богатую культуру, такую богатую историю. Вот, и впервые они встретились с Анатолием Николаевичем Алексеевым, это директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Тогда он занимал пост ректора Якутского госуниверситета, и, собственно, вот это общение привело к тому, что впервые создалась такая небольшая группа энтузиастов, которая вот за 15 лет разрослась просто такого очень большого коллектива. Главной задачей экспедиции ставилось изучение, конечно, останков людей, то есть наших предков, с целью выявления, кто они были по антропологическому типу, по генетическому, в каких условиях проживали, чем питались. То есть там спектр вопросов был довольно широкий, на которые хотелось ответить. Потому что вот наша якутская история, именно история освоения якутов, как они пришли сюда на Среднюю Елену и дальше развивались, она очень долгое время была построена сугубо на фольклорных данных. То есть были легенды, были предания, а вот какие-то конкретные исторические памятники, на которых можно было бы опираться, их было не очень много. Вообще, я бы хотел остановиться на такой проблеме. Когда мы говорим о раскопках якутских погребений, всегда возникает такой, у людей возникает такой вопрос, а вот насколько это необходимо, не кощунственно ли это по отношению к усопшим, потому что мы знаем, что в якутской среде к этому относятся, может быть, не всегда прямо негативно, но так очень осторожно. Зачем беспокоить прах мертвых и для чего это делается? И обычно, когда мы приезжаем на работы, на раскопки в какой-то район, мы встречаемся с местным населением и объясняем им, зачем мы этим занимаемся. Дело в том, что главная задача любого исторического исследования – это обеспечение преемственности между поколениями, чтобы новые поколения понимали предыдущие, почему они сюда пришли, в каких условиях они проживали. Потому что мы знаем, даже в одной семье иногда очень трудно найти взаимопонимание, между родителями и детьми. А представьте, что нас разделяет расстояние в несколько сотен, а то и тысяч лет. Вот как так получилось, что мы живем здесь, почти на самом севере, почему предки наши сюда пришли, что их сюда толкнуло и так далее. На эти вопросы мы должны дать объяснение, но те легенды и те фольклорные предания, они до нас доносят какую-то информацию, но она бывает очень часто искаженной, недостаточной. Допустим, мы все слышали легенду об Эле и Амагое, двух наших якутских первопредков, но что их сподвигло сюда? К передвижению вот на наши пространства, сюда и северные. Задача наших раскопок заключается как раз именно в этом, что изучая эти погребения, мы их наоборот сохраняем для будущих поколений. Мы берем информацию из тех, что там содержится, и доносим ее до современного населения. Чем болели, чем питались, в каких условиях жили, во что одевались. Потому что очень часто бывает, когда мы приезжаем в какую-то деревню, даже старики, которые, казалось бы, знают очень много, не могут нам рассказать о древней истории вот своего района, своей деревни. Это мы им рассказываем, то есть мы, люди приехавшие, знаем подчас больше, чем они сами. И они, конечно, очень иногда удивляются, что, оказывается, вот здесь раньше жили люди и занимались вот тем-то, тем-то и так далее. Поэтому, занимаясь раскопками погребений, мы их сохраняем. И ту информацию, которая в них содержится, мы передаем. То есть мы публикуем книги, монографии, альбомы, которые затем используют художники, писатели, авторы, делают реконструкции костюмов, которые носили их предки. Вот в частности, можно сказать, что вот знаменитый якутский широкий пояс, который часто надевают на национальных праздниках, который считается таким классическим исконно якутским, но вообще-то изначально мужчины-якуты носили узкие ременные пояса, очень тонкие, кожаные. Но поскольку, когда начинались праздники, они, такие пояса были не очень, конечно,
представительные, да, то поэтому мужчины переняли часть этих поясов у женщин, такие же широкие, с медными бляхами, и стали их носить, и в дальнейшем они вот стали у нас появляться практически на всех праздниках и так далее. То есть вот материалы раскопа как раз показывают, что как вот культура менялась на протяжении времени, что было изначально, что было потом, и на это очень важно, конечно, ответить. Что касается самой экспедиции, то на сегодняшний день она включает в себя более 50 исследователей из разных учреждений. В частности, сюда включены, конечно, наш университет Северо-Восточный, это Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, это Якутский городской музей имени Ярославского. Также сюда включены Красноярский медицинский институт, который занимается медицинскими изучениями. С французской стороны сюда включены университет имени Поля Сабатье в городе Тулуза, Центр научных исследований Парижа. То есть я могу перечислять долго, но это довольно широкий круг, который на протяжении уже 15 лет занимается изучением именно якутов, именно их происхождением, их генетикой, и за последнее время, конечно, достигли больших очень результатов. Посвященная 15-летию нашей экспедиции конференция, которая вот недавно состоялась в городе Якутске, она как раз и представляла те результаты, которых мы достигли. В частности, именно раскопки якутских погребений позволили установить, какие заболевания передаются у якутов генетически, то есть с которыми могут родиться дети, и на что нужно обращать внимание родителям, когда они своих детей начинают обращаться в какие-то медицинские учреждения, к чему они должны быть готовы, например. Да? Вот, допустим, последние исследования генетиков, и в частности Сарданы Аркадьевны Федоровой, они заключили, что у якутов присутствует 5 болезней, которые могут передаваться по наследству. Это рак легкого, глухота, сахарный диабет. У якутов, как показывают эти исследования, был так называемый эффект первоооснователя. То есть генетические исследования показывают, что современное мужское якутское население произошло от какой-то очень небольшой популяции, которая переселилась с Прибайкалья на Среднюю Лену и затем расплодилась до того современного количества, которое мы сейчас присутствует. То есть это очень довольно интересный момент. Вот у нас же очень много спекуляций, особенно в такой, не то что околонаучной, а на форумах обычно пишут, что очень хочется привязаться как-то к наследию Чингисхана, что, значит, предки либо потомки Чингисхана когда-то были в Якутии, там, или один автор там договорился до того, что, значит, захоронение матери или жены Чингисхана было тоже в Якутии. Это, конечно, такие очень домыслы, потому что генетика твердо установила, что якутский генофонд классический, он намного древнее, чем генофонд чингизидов. То есть чингизиды образовались позже, веков на 300-400. А, скажем, предок якутов, мужчин имеется в виду, вот единый предок, так условно мы его называем, он жил около 1300 лет назад, то есть где-то в 5-6 веке нашей эры. К этому времени, кстати, археологи относят и первые проникновения тюркоязычных племен, конников с Прибайкалья на Среднюю Лену. Вот. Хотелось бы еще немного поговорить об экспедиции. Значит, наша экспедиция, в которой я тоже состою, она предпринимала раскопки в Центральной Якутии, то есть в Чарапчинском, Усялданском, Татинском, Улусах. Потом мы проводили раскопки в Вилюйской группе районов, в частности в Сунтарском районе. С 2010 года по 2015 экспедиция вела работы в Верхоянском и Аймиконском районах, то есть наши самые северные районы, полюс холода. И там тоже были очень интересные результаты, о которых я тоже еще могу рассказать. И с 2016 года мы снова продолжаем работу в Центральной Якутии, в частности в Хангаласском районе. То есть мы работали в прошлом году, мы работали в этом году. И надо сказать, что вот какие были интересные достижения, допустим, вот этих последних 2 лет, это то, что мы возобновили исследование очень крупного родового могильника в Хангаласском районе, значит, на территории между селами Улахан и Актемцы. Там есть такая местность Кудук, в которой жил Мазары Базеков, известное историческое лицо.
который являлся, как мы знаем, потомком самого Тыгын-Дархана. Ну, считается, что он был его внуком, и наш знаменитый историк-фольклорист Гаврил Васильевич Ксенофонтов раскопал его могилу, раскопал могилу Сафрона Саранова, правнука Мазары Базекова. В 2002 году, когда экспедиция только-только приступила к исследованиям, она начала раскопки именно с этих мест. И вот спустя 14 лет мы снова к ним вернулись, и получили несколько таких хороших данных, которые говорят о том, что на этом месте, вероятно, тыгыниды, потомки, устроили большое кладбище, которое нам может рассказать о том влиянии кангаласских князцов, которыми они обладали на протяжении 17-18 века. А сейчас мы проводим только раскопочные работы, на генетику отдадим, наверное, чуть попозже, но уже сейчас можно сказать, что, оказывается, в якутской среде того времени, 17 века, существовала некая влиятельная женщина, имя которой мы пока не знаем и кем она приходилась князцам, которая обладала значительным влиянием, в частности, потому что ее погребение было очень богатое. Самое главное, что при ней присутствовали сургучные перстни-печатки, которые являлись символом власти. И по фольклорам, по преданиям мы не знаем никаких влиятельных женщин того времени. Вот это предстоит установить в ходе архивного изучения. То есть это такой новый пласт истории и культуры, о которых мы вообще раньше не догадывались. Что касается других памятников, то в Хангаласском районе, в частности в долине Эркени, которая у нас почему-то наименее изучена по сравнению с нашей долиной Туймады, где стоит город Якутск, вот там мы находим наиболее древние захоронения, относящиеся к 15, а то, возможно, и к 14 веку, которые нам позволят рассказать, вот, что происходило на территории Средней Лены в 14-15 веке, то есть когда, по заключению специалистов, происходило, собственно, складывание якутского этноса как такового. Я думаю, что будущие исследования сахо-французской экспедиции позволят нам ответить на еще многие вопросы, о которых мы пока только догадываемся.